Здравствуйте! Рада приветствовать вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области в программе «Уралым». Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр! Һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. В Челябинске прошла башкирская детская елка. Южный Урал готовится к столетию Республики Башкортостан. Челябинские башкиры очень достойно отпразднуют это мероприятие. Силәбелә Сибай театры сығыш яһаясаҡ. Прошла детская новогодняя елка в национальном стиле. Праздник посетил башкирский Дед Мороз. Наряду с губернаторскими елками в столице Южного Урала проводятся елки общественные. Их проводят некоммерческие организации совместно с государственными органами. На праздники приглашаются дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также ребята, проявившие себя на олимпиадах, конкурсах, участники национальных коллективов, творческих объединений. Ярким примером подобной работы стал праздник, организованный членом Общественной палаты Наилем Шейдулиным. Мероприятие прошло в семейном парке развлечений «Планета Смайлс» под патронажем башкирского Курултая Челябинской области при содействии регионального поспредства Республики Башкортостан. Была получена в ноябре премия «Национальное признание» нами, и мы представительством Республики Башкортостан с башкирским Курултаем совместно и дополнительно нас еще поддерживают предприниматели в Челябинской области, решили провести вот такое мероприятие. На мероприятии собрались более 100 детей из Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского, Красноармейского районов и города Челябинска. Малышей ждал башкирский Дед Мороз, кыш-бабай, нарядная елка, сладкие подарки и игра в боулинг. На елку попали дети из детской студии «Афарины», участники этноконкурса «Уральский батыр». Поездка на праздник стала наградой за активную творческую жизнь ребят. Шикарный праздник. Это, знаете, вот сейчас, в данный момент, дети играют в боулинг. Эту игру, наверное, мы видели только по телевизору. После игры в боулинг дети зажгли огоньки на елке и позвали кыш-бабая. Вместе они водили хороводы, пели и танцевали. Отметим, что Хабрахману Мансурову вживаться в роль любимца детей не пришлось. Он кыш-бабай с 35-летним стажем. Подобные события в жизни детворы были бы невозможны без совместной работы общественных деятелей и представителей бизнеса. Финансовую помощь в проведении мероприятия оказал представитель Башкортостана Амур Хабибулин, председатель башкирского Курултая Челябинской области Марис Юсупов, предприниматель Салават Сахабиддинов. Организаторы выразили надежду, что благотворительная елка для детей станет доброй традицией, которая с каждым годом будет привлекать как можно больше неравнодушных людей. Башкирские и челябинские предприниматели встретились для обмена опытом. Мероприятие прошло в рамках проекта «Автобус стартапов», который курирует Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. Встречи бизнесменов в Челябинске проходят при поддержке представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибулина. Форум собрал не только стартапы, но и опытных представителей малого бизнеса. Данный проект – отличная возможность получить ответы на актуальные вопросы, которые помогут их бизнесу перейти на новый уровень и приобрести необходимые знания. Давайте дружить, давайте строить бизнес вместе. Давайте вместе развиваться путем кооперации. Благодаря встрече предприниматели получили бесплатную консультацию по вопросам трудового права, бухгалтерского учета, налогообложения, юридического права и планирования. Замруководителя Центра поддержки предпринимательства Республики Башкортостан Рустам Галеев поделился информацией о существующих мерах и программах государственной поддержки малого бизнеса и куда за ней можно обратиться. Все мы сюда приезжаем, я знаю, что не только мы, другие делегации в восторге уезжают от территории. Отметим, что именно в стенах территории бизнеса год назад родился уникальный бизнес-проект «Тульский пряник с башкирским медом». Предложение регионального постпреда по воссоединению двух знаменитых брендов тульского пряника с башкирским медом поддержали тульские кондитеры. Сегодня новый продукт успешно реализуется в торговых точках России и Южного Урала. В Челябинске он продается в сети «Башпродукт Урал». По сотрудничеству с Башкортостаном можно обратиться в постпредство Башкортостана в Челябинской области по адресу, указанному на экране.
Бөтә дөнья башкортлары курултайы делегацияһы Силәбе өлкәһенә методик ярдәм күрсәтү максатында сәфәр кылды. Коншак районының Хәлит, Бүре, Маяк, Кобагыш, Хары һәм Әшир авылдарында Курай һәм халык бәюләре буенча отталык дәресләре, башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары өчен гыйльми-методик семинар, мәктәпләрдә туган теле укыту буенча ата-әсәләр белән очрашулар үткәрелде. Башкортстан делегацияһы Хабрахман Мансуров итәкләгән Маяк батырлары дип аталган курайсылар төркеменә 3 сәгать эчендә 2 композицияны уйнарга өйрәтте. Профессиональ хореографтар Яйгур фольклор ансамбле кызларына яңа биюләр куйды. Башкорттар улар бигрәк матур халык, телебез дә матур, йырларыбыз да матур. Курай үҙен нәмә тора ул. Шуның өчен улар үҙенең телен белһендәр, гореф-гадәтләрен белһендәр һәм теле юктың иле юк дип әйткәндәр гый. Шул иле булып, яратып яшәһендәр үздәренең туган илен. Рәйсә Күзбәкова башкорт телен һаклап калу турында һөйләнә. Әмма башлыса был проблеманы хәл итү һәр башкорттың үҙенән торуын хозур өстенә алды. Сөнки яңа мәгариф кануннары буенча туган телде өйрәнү балаларның теләге буенча ата-әсәләр гариза яткан вакытта гына тормышка ашырыла. Шул ук вакытта бер мәктәптә бер генә бала ла әсә телен өйрәнергә теләк белдерһә, белем усагы уга барлык мөмкинлекләр тәкъдим итәргә бурычлы. Мин үземнең Силәбе өлкәһендә яшәгән башкорттарыма, башкорт халкына шундай теләк белдерер идем. Бына педагогика буенча бик күп хезмәттәр языла. Бүгенге педагогика буенча. Ләкин күп ата-әсәләр уларны белмәйләр. Улар балаларын халык традициялары нигезендә тәрбияләйләр. Үзебезнең гореф-гадәтләр нигезендә тәрбияләйләр. Ә шул гореф-гадәтләр туган тел менән белелә. Туган телде онытсак, шул халкыбызның меңәр еллар буена тупланган традицияларына ла хыянат итәбез бит. Менә шуны исләреннән чыгармаһындар. Был яһәттән яңа уку елы башында Башкортстан Республикаһының Силәбе өлкәһендәге даими вәкиле Амур Хәбибуллин өлкә мәгариф министрлыгында видеоконференция узгарды. Был адым башкорт телен дистанцион рәвештә укыту 90% Көньяк Урал укучыларына туган телде өйрәнүде тәэмин итәсәк. Делегация вәкилләре артабан Хәлит Хары авылына һугылды. Бында билбаулы көрәш буенча дөнья чемпионы, дзюдо буенча Рәсәй чемпионы Дина Гыйззәтуллина яшәй. Уның остазы башкорт өлкә курултайы җитәкчесе, Рәсәйнең атказанган тренеры Марис Йосопов. Башкортстанлыларның Силәбе еренә килеп кайтуы ерле башкортлар өчен яңа бер һулыш кебек ине. Улар тагыла рухланып калды. Милли өлкәләргә белемнәрен камиллаштырды, һорауларына җавап алды. Артабында bunday сәфәрләр һуңгыһы булмас дип белдерде курултай әгъзалары. Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин провел встречу с руководителями башкирских общественных организаций Южного Урала. За круглым столом обсуждались вопросы взаимодействия органов власти с представителями некоммерческих организаций. Активисты съехали с разных уголков области. По данным Управления Министерства юстиции Челябинской области, на территории региона насчитывается 16 башкирских общественных организаций. На встрече с постпредом присутствовали представители 14 из них. В рамках столетия Республики Башкортостан в 2019 году мы эти мероприятия проведем. Я думаю, что Челябинская область очень достойно, именно челябинские башкиры очень достойно отпразднуют это мероприятие со всеми другими народами, проживающими на территории Челябинской области. Общественные организации ведут деятельность в различных сферах: пропаганда спорта и здорового образа жизни, популяризация родного языка, работа с детьми. Таким образом, каждый из них вносит неоценимый вклад в развитие и сохранение культуры, традиций башкирского народа. По итогам встречи Амур Хабибуллин предложил общественникам объединить усилия при проведении столетия Республики Башкортостан, которое состоится в марте нынешнего года. Челябинск готовится к конкурсу башкирского видео «Оскон». Прошли трехдневные практические занятия, где ребята под попечительством экспертов кино и телевидения создавали видео. Среди спикеров были режиссер нашей телепередачи Ильфат Гематов и генеральный директор продюсерской студии Урал Старс Тимур Сафиуллин. За короткий срок они обучили ребят азам видеомонтажа и съемки. Итогом занятий стали 8 видеороликов на башкирском языке, посмотреть которые может любой желающий. Работы молодых кинематографистов выложены в интернете. Это огромный вклад в развитие родного языка. Люди любят смотреть видео, это небольшие какие-то ролики интересные. Они понимают то, что именно через видеоконтент можно очень легко на одном языке
общаться с молодежью. Особенно пришлось по душе как участникам, так и зрителям мультфильмы с озвучкой на башкирском языке. Был освоенный жанр китап-трейлер, целью которого является привлечение к чтению книг на башкирском языке. Все работы будут участвовать в конкурсе «Аскона». Победители интенсива получат денежный приз в размере 5000 рублей на съемки нового проекта. Также командам были вручены спецпризы телепроекта «Уралым» и кинофестиваля «Человечное кино». Заявка ебарерга әйткәннәр, без ебардык һәм менә шунда килдек, һәм бик күңелле булды, безгә охшана бында. Болай да видео төшерәбез, шан банага сакырганнар килергә булдык инде. Без кызыксына видео төшерәбез. Силәбе калаһына килдек. Безгә кала бик охшаны. Кичә шу видео төшергәндә көне буе бөтә каланы йөреп сыктык. Мы не ожидали, что мы займем первое место. Я думаю, и мальчики, и я, мы очень рады. Нас просто переполняют эмоции. Был Аскон форумында мен беренче тапкыр һәм Янһүрәт әкиятендә лә беренче тапкыр төп ролен уйнаным. Миңа бик охшаны, унда ысынлап та зур тойгылар менән уйнарга туры килде. Былай гына һөйләү түгел, ә үзеңнең тойгыларыңды өстәп, матур итеп уйнарга туры килде һәм килеп сыкты. В таком проекте участвовала первый раз. Было очень интересно попробовать что-то новое. Озвучка, монтаж. Спасибо всем организаторам. Я узнала, я сразу же типа все, пойду и все. Біздің үшін бұл бик яқшы тәжірибе болды деп айтайық. Менің өзім үшін де, һәм ғөмүмән менің келген бірге достарым үшін де. Организаторы конкурса, активисты Союза башкирской молодежи Челябинской области сообщают, что прием работ продлен до 31 января 2019 года. Подробности по телефону, указанному на экране. Артисты Сибайского драматического театра имени Арслана Мубарякова выступят в Челябинске 25 февраля в 19:00 в театре ЧТЗ. 9 февраля Аргаяшский народный театр ставит спектакль «Повисла радуга над землей». Представление состоится в здании Дома дружбы народов Челябинской области по адресу Энгельса, 39, начало 18:00. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошуның менән тапшырыбыз тамам. Киләһе осрашкандарга тиклем.